Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче пӗтмен. Кодаму мелис, истяну И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. У каждого народа в каждой точке нашей планеты, несмотря на повальную глобализацию, свои представления об окружающем мире, свои традиции и, конечно же, свой язык. И как у всех соседей, отношения между народами могут складываться очень по-разному. Это программа «Родной язык», в которой мы не учим, но учимся ценить то, что так легко потерять. Как татарский язык соседей новым словам учил? На каком языке все мы будем общаться в далеком и не очень далеком будущем? И что получится, если талант помножить на наглость и добавить национальный колорит? Ватага богатырей в расшитых бисером кафтанах, превозмогая туманы и ураганы, верхом на своих верных лошадях увезла казну в алый закат. «Балбесы», — подумал караульный. Сразу предупредим, это не утерянная цитата какого-то расшалившегося литературного классика. По сути, это набор слов, объединенных по одному признаку – происхождению. В этом абзаце все слова, кроме предлогов и парочки глаголов, тюркизмы. То есть слова, позаимствованные великим и могучим настолько давно, что многие уже и забыли об их иностранном происхождении. Слово осваивается, да, языком, подчиняясь фонетическим, морфологическим законам того языка, которым осваивается. И получается, уже люди не знают, что это из другого языка заимствование. Например, стакан, стаканы, мы можем склонять по падежам, да, изменяем по числам, и уже никто не знает, что это действительно было тюркское слово. Великость русского языка проявляется в том, что любое, даже самое заковыристое иностранное слово он полностью подчиняет своим законам. Для примера возьмем актуальные в нынешнем мире рейтинг и деньги. Первое слово – калька от английского to rate – оценивать. Второе – заимствование татарского тенке, что дословно означает монета. Но переводом в XIV веке никто озадачиваться не стал. И тенге вначале превратилась в просторечную деньгу, а уже затем облагородилась в современные деньги. И теперь легко и непринужденно просклоняем наш интернациональный дуэт по падежам. Именительный есть что? Рейтинг – деньги. Родительный – нет чего? Рейтинга – денег. Дательный – рад чему? Рейтингу – деньгам. Винительный – вижу что? Рейтинг – деньги. Творительный – доволен чем? Рейтингом – деньгами. Предложный – думаю о чем? О рейтинге – о деньгах. Пример получился слегка циничный, но зато остро современный. Ну, это, наверное, трудно сказать засорением. Это взаимообогащением даже можно назвать. Когда вот мы даже с соседями общаемся, мы же перенимаем какой-то опыт, какие-то привычки, слова, да, возможно. Также много веков соседствуя, народы, также и татары перенимали русские слова. И русские принимали тюркские. То есть это было взаимообогащение. Такое взаимообогащение соседей в основном затронуло быт. Сарафан, хозяин, таракан, уже упомянутый сегодня балбес, экономику, казна, алмаз, деньги и сферу развлечений. Сабантуй, шашлык, диван. Неохотнее всего заимствовали религиозные понятия, и это логично. Так что данный факт отнесем к исключениям, лишь подтверждающим правила. На протяжении столетий тюркский, а затем и татарский языки были щедрыми лингвистическими донорами. Но времена меняются, и сейчас уже татарский стал активно заимствовать. Самый наглядный пример тому – сленг. Перефразируя мультяшную нетленку, татарский сленг – очень странный предмет. Он вроде есть, и его вроде нет. Сегодня я студентам задала вопрос, да, когда мы говорим о сленгах, мы говорим и о жаргоне, о студенческом жаргоне. Я спросила у них, вот какой сленг вы используете, вот какие слова, жаргонизмы есть у вас в речи? Русские назвали, а татарские? Они говорят, а мы не используем, нет в татарском. Ну, вот я лично не знаю вот таких жаргонизмов. И студенты третьего курса, они тоже не знают. Современный татарский сленг – это калькирование с русского и английского. Чаще всего не просто дословное, а дозвучное.
Например, уже отживающая свой век тачка, в смысле автотранспортного средства, звучит как «орба», то есть та же самая тачка. Ашамы дословно переводится как «не ест» и означает, что компьютер не поддерживает формат программы. А зачастую люди начинают буквально говорить на русско-татарском языке. И тогда на свет появляются занятные филологические франкенштейны, такие как, например, «абсолютный шулай». Звучит даже мило, а вот специалисты негодуют. Это недостаток знания, человек не владеет. Ты либо говоришь на русском, либо на татарском, но не смешивая языки. Я против. Ну, возможно, во мне говорит педагог, но я считаю, что это неправильно. Педагогов и лингвистов понять несложно. Подобные словесные конструкции речь, конечно же, засоряют. Но зачастую куда проще и быстрее бывает подобрать подходящий аналог в дружественном языке, чем искать его в родном. Hörmətli dostlar, bana uzaq qana biz indi vloglar tushirgan yo'q. Bizga endi so'rovlar beradilar. Ni ishlabsiz uni tushirmaysiz? Shunday qiziq deylar. По многочисленным просьбам vlogni tushirga bo'ldi. Salam do'stlar, mana biz Bugulmagada kelib jetdik. Munda мощнейший сцена тра, экранlar, munda звук. В общем, все munda сердце этого праздника. Әзірлік 100%. Авторы этого видео – одна из самых узнаваемых певческих пар татарской эстрады, а с недавних пор еще и влогеры – Салават Миниханов и его супруга Гузелем. На наш непритязательный вкус фраза «стопроцентный әзірлік» достойна стать крылатой. Это действительно емко и, что немаловажно, колоритно. У каждой национальности, да, вот у каждого человека есть та ниточка, которая связывает с языком, с литературой, с обычаями. И это, мне кажется, нельзя ни в коем случае забывать. Это, во-первых, невозможно и нельзя. Если человек теряет свой язык, вот свою индивидуальность, он уже вот не принадлежит никакой нации. Это уже трудно назвать. Он не будет любить ни русский, ни татарский, ни какой-то другой язык. Дополнять, обогащать одно другим можно, заменить нет. Как мы сегодня уже выяснили, со сленгом дела в современном татарском языке обстоят не так активно, как, например, в русском. Чего не скажешь о фольклоре. Фразы «без булдырабас» и «олга» знакомы, наверное, каждому россиянину. Произнес наш президент. Мы можем. Откуда она появилась, не помните? Это один из лозунгов, кажется, Ментимер Шаймиева. Вы откуда? Я из Самарской области. Без Булгарабаса. Мы могем. Сейчас можем. Девиз татарстанцев политический. И откуда он появился? От Шаймиева, нет? Первый президент Шаймиев Республики Татарстан говорил: без булдырабус мы сможем. Я думаю, алга это прежде всего, это, наверное, появилось в первую очередь какие-то военных действий. Это просто фраза вперед, алга, ортка, назад, сулга, унга. Ну, типа мы движемся вперед, вот это. Вперед. А она откуда пошла? Не знаю. Знакомо. Откуда она пошла? Вот этого не знаю. Вперед. Откуда она появилась, эта фраза? Она появилась, когда монгольская татарская ига захватывала Киевскую Русь, тогда алгане кричали. Если о происхождении фразы «без булдырабас» сомнений практически не возникло, авторство ее действительно принадлежит первому президенту Татарстана, то вот с «олга» ясности оказалось куда меньше. Ну что, Ирма, ну а теперь-то, как говорится, алга? О, что такое алга? Алга по-татарски значит вперед. О, а как по-татарски будет назад? Запомни, Ирма, в татарском языке нет слова назад. Если еще, мы разворачиваемся и алга. Еще с десяток лет назад абсолютное большинство россиян были уверены, что «олга» придумала команда КВН «4 татарина». Справедливости ради уточним, легендарные татарстанские шутники его не придумали, но сделали популярным в современной речи. Алга – это вперед. Это было всегда, это даже, например, если смотреть военные фильмы, да, вот вперед, там же был вот этот клич как вперед, и на татарском это звучит алга, это всегда было. Это не сегодня только появилось.
Крылатая фраза, как утверждают толковые словари, это устойчивый фразеологизм, плотно вошедший в лексику и получивший широкое распространение благодаря своей выразительности. И уже упомянутая сегодня «без булдерабас» полностью подходит под это определение, хотя бы потому, что в природе уже появилась супер-булдерабас. Вместо сухой констатации Ради Хабиров решил разговаривать с властью и населением на другом языке. Понятном, доступном и порой бескомпромиссном. 12 раз он произнес слово «поручаю». Это значит, что правительство и чиновников на местах ждут непростые дни и бессонные ночи, чтобы сделать жизнь людей лучше. Эта работа будет вестись под новым лозунгом, который уже стал самым цитируемым выражением Радия Хабирова. Наши соседи и друзья очень правильно говорят «без булдрабас». А я хочу сказать собравшимся без якшарак булдрабас. Насколько получится якширак, покажет время, но уже сейчас это отличный пример того, как соседи заимствуют друг у друга лучшее. Как обстоят дела с татарским сленгом и фольклором, мы уже выяснили, но пока ни слова не сказали о таком достаточно экзотичном явлении, как татарский рэп. А рассказать тут есть о чем. Говорят, что татары, во-первых, наглые, а во-вторых, если что и делают, то точно с размахом. И кто, как не рэперы, подходит под такое описание полностью. Если записывать песню, то о том, каким в буквальном смысле золотом ты являешься. И если выкладывать клип в интернет, то бить все рекорды просмотров. Татарка, она же Ирина Смелая, родилась в Набережных Челнах, певица и видеоблогер с почти 1 миллионом подписчиков. Ее дебютный хит «Алтын» в буквальном смысле стал золотым. За первую неделю собрал более 3 миллионов просмотров и попал в список 100 лучших клипов 2016 года. И на данный момент это видео посмотрело более 38 миллионов человек. Сложно создать шедевр, но еще сложнее бывает потом этот успех повторить. Второй клип девушки «You Can Take» 2 миллиона просмотров собрал за первые сутки. Этот татаро-английский дуэт существует не только на экранах. Колоритный молодой человек – супруг Ирины Илья Прусикин, более известный как Ильич, лидер и основатель группы Little Big. Наверное, мало кто в России не видел этот клип и не знает эту песню, учитывая, что на данный момент количество просмотров почти перевалило за 183 миллиона. Талант – это дар, а талант, плотно замешанный на национальном колорите, это смелая и по-татарски наглая заявка на популярность. Старая пословица гласит: «За чужим добром ходят с ведром». И логично предположить, что речь здесь идет о жадных до чужого имущества гражданах. В действительности же изначальный смысл диаметрально противоположен. Человек за добро, с которым к нему отнеслись, хотел хоть как-то отплатить, хотя бы воды натаскать благодетелю. Для того и приносил с собой пустое ведро. Соседи могут жить по-разному, могут друг друга на дух не переносить и не считать нужным это скрывать. Могут держать прохладный нейтралитет, а могут делать друг друга лучше. Как показывает практика, русский, татарский, английский и даже немножко башкирский языки выбрали именно этот, третий и самый продуктивный путь соседствования. И в наших с вами силах сохранить это и впредь. Чуваш челги бурчукне, тонжепет мин. Куда мумелис, истяну. И туганты, и матурты, эткем энкемнин.